прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Новая жизнь. Это мой первый день на работе. Конечно, я буду немного волноваться, но это кажется захватывающим. Беженцев из сектора Газы трудоустраивают в республике. Специалисты каких профессий появятся у нас? Блюдо как искусство. А в Грозном открылся ресторан «Васильчуки Чайхона номер 1». Поделимся меню и атмосферой заведения. Снежный десант. Волонтеры объехали 5 высокогорных поселений Нажаютовского района. Семьям погибших участников в зоне СВО оказали гуманитарную помощь в рамках Всероссийской патриотической акции студенческих отрядов. Жители республики продолжают совершать в мечетях тагаджуд-намазы. Верующие возносят коллективную молитву, прося у Творца помощи, милости нашим братьям и сестрам, которые ежедневно подвергаются террору со стороны израильского режима. Они также просят о скорейшем возвращении наших бойцов с победой из зоны проведения СВО. Украина бусул вежи ждели бьешь, могш бяш масуц абахки тердуешь. Баонст тулам цабахки тердуешь дели штроушки от бусул нахоз трос. Молдуешь дал те хайбертки бусул не дал тулам бол бусул наш дал баля сингат махал бохил. Масарга дехарду бусул нахе. Масер бал бох Палестина больш бала. И бусул нах дели бихара шкел харбахар дехар сан тулам бихар. Искусство кроется не только в блюдах, но и в деталях интерьера. В Грозном, благодаря фонду имени шейха Зайда, свои двери распахнул ресторан «Васильчуки Чайхона номер 1». Изысканный восточный дизайн, выполненный с большим вкусом к деталям, высочайший сервис, безупречное исполнение самых разных блюд. Дополняет все это великолепные виды из витражных окон Грозный молл, гарантируя исключительно приятное времяпрепровождение. Турпал Али Тайсумов поделится, как готовят мидии в соусе дорблю. При поддержке фонда шейха Заида предприниматели Чеченской Республики открывают свой малый и средний бизнес. Один из таких объектов – ресторан «Васильчуки Чайхона номер 1». Точка общественного питания привлекает внимание своей оригинальностью и разнообразием. На открытие пришли почетные гости – мэр столицы Хасмагомед Кадыров, а также председатель правления автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства Единства» Табарик Кадырова. Официальных лиц ознакомились с сервисом и преимуществами точки общественного питания, одно из которых – прекрасный панорамный вид на Грозный. После ознакомления гостей пригласили к столу с яствами, приготовленных здесь же. Повара и обслуживающий персонал – профессионалы своего дела, и к каждой готовке подходят с душой. Работа на кухне самая напряженная и ответственная. В ассортименте ресторана около сотни различных блюд. Сотрудники не стоят на месте. Их задача – как можно скорее накормить ожидающих клиентов. Бренд-шеф ресторана Шерзот Кадыров за готовкой стоит уже много лет, и продолжать карьеру в республике для него большая радость, учитывая близкий к родному национальный колорит. Я начал там из холодного цеха, стажером, потом су-шефом, потом бригадиром, потом бренд-шефом стал. Я от души работаю и, честно говоря, кайфую в этом сете работать прямо. Душевно, да. Ощущение всегда у нас волнение есть. Мы несколько ресторанов открылись, Чайхона. Все равно мы каждый раз откроем, у нас всегда есть волнение. Чтобы ресторан работал точно так же, как и другие франшизы, имеющиеся в том числе в Москве, сюда были приглашены специалисты из столицы страны, чтобы качество еды с сервисом были наивысшими, рассказывает гендиректор Хасан Дацаев. Фонд имени шейха Заида полностью спонсировал реализацию проекта на территории Чеченской Республики. То есть от момента зарождения идеи до сдачи объекта в эксплуатацию на всех этапах нас сопровождали их эксперты.
Для того, чтобы у нас был лучший сервис в городе, мы привлекли большое количество официантов из Москвы, из Казани. К нам приехали повара, приглашенные, которые обучают наших на месте. Мы отправляли на целый месяц большое количество наших сотрудников. И поэтому я могу с большой уверенностью сказать, что каждый, кто придет к нам в ресторан после открытия, останется с наилучшими впечатлениями от сервиса, качества и вкуса еды. Всего же в зале имеется 276 посадочных мест, а еще есть специальная зона для детей. Там они могут играть вместе с аниматорами, а родители тем временем могут отдохнуть в непринужденной, теплой и веселой обстановке. Ресторан открыл свои двери в торгово-развлекательном центре «Грозный молл». Турпа, Лолита Исумов, Магомед Басаев и Харун Абдулаев. Вести. Чеченская республика. Ислам призывает всех к распространению добра и проявлению сострадания по отношению к людям, а одним из средств, способствующих достижению довольства Творца, является милостыня. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел акцию в Грозном, а также в Гудримесском и Нажаюртовском муниципалитетах. Мадина Нусалчиева об акции добра. Del sağ değil her vezin değil. Her sağ guttur luşmadı. Her tun haka çoşmadı. Kunах tun dok kulkmahul. Протянуть руку каждому, кто обратился за помощью – принцип самой главной благотворительной организации региона. Очередная масштабная акция прошла по Чеченской республике. Дача да область сага дует her vezin değil. Çoğuz nexten sağa da şu duydun yol da şu gad. Davetin yol. Tin rusa guş. Del ben bak böyleyiz. Bu bir teroyot metsaviç. Horana çu termik kovdoş. Massa humans yukçunuz. Ona kostal diş. Allah rez hültsan. Мясо крупного рогатого скота получили семьи участников специальной военной операции, а также малоимущие жители. Благотворительность из регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова находит отклик в сердцах всех жителей региона. Большую помощь в проведении акции оказывают волонтеры и работники местной администрации. Продуктовые наборы они доставляют прямиком до дверей адресатов, строго следуя заранее составленному списку. Нельзя забыть никого. Это лишь малый процент той безграничной благотворительной деятельности фонда. Вся проделанная работа по своим масштабам колоссальна и давно уже вышла на международный уровень. Мадина Нусалчиева, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская республика. Беженцы из сектора Газы, имеющие медицинское образование, приняты на работу в медучреждения республики. Они распределены в 15 клиник в Грозном, Аргуне, Шалинском и Грозненском муниципалитетах. Каждый из них имеет значительный опыт работы, в среднем порядка 20 лет. Вместе с тем одна женщина нанята в салон красоты в качестве парикмахера, а ее дочь – сотрудником одного из ведомств. Для обеспечения комфортного переезда на рабочее место Министерство транспорта, связи и цифрового развития предоставит им трансфер. Репортаж Мадины Кураевой. Более 200 беженцев размещены в Чеченской республике. Им предоставляется не только проживание, питание. Для них проводятся различные мероприятия. Детей устраивают в сады, школы и высшие учебные заведения. Теперь дошла очередь и до взрослых. Для полноценной интеграции в регионе они выходят на работу. Хадиль Абу Эль-Нур приехала в республику еще в первом потоке беженцев. Ей 22 года. В секторе Газа окончила Исламский университет на факультете информационных технологий. Трудоустроилась Хадиль в Министерство Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации на должность секретаря в приемной. Это мой первый день на работе. Конечно, я буду немного волноваться, но это кажется захватывающим. И даст Бог, я буду уверена в себе и проявлять усердие, так как это первая работа в моей жизни. Елена Друшаякова, парикмахер, уже 20 лет занимается любимым делом. Женщину трудоустроили в женскую парикмахерскую у Дома печати. Коллектив встретил коллегу очень радушно. Я окончила колледж в Санкт-Петербурге, потом работала у нас в Палестине. И сейчас приехала сюда и, иншалла, буду здесь работать. Некоторые беженцы начали работать в лагере «Горный ключ», где на данный момент размещены переселенцы. Манаар Салех устроилась в столовую на родине, она уже работала в детском лагере. Стоит отметить, что тем, кто не знает русский язык, проводятся занятия приглашенными учителями из школы. Помогает им также палестинский журналист Омар. Вместе с ним преподает и его жена Лариса, по специальности филолог. Каждый из нас должен устроиться на работу. И я предлагал правлению здесь,
в лагере, что мы с женой специалисты по обучению русского языка, и нас сразу устроили и сказали, пожалуйста, учите детей и взрослых, как можно говорить и читать по-русски. И слава Богу, мы, алхамдулилlah, начали 2 месяца назад, уже 2-й месяц, начали с ними с буквами. В прачечную лагеря вышли 2 женщины. Они многодетные мамы, поэтому такая работа будет очень удобна, так как не нужно далеко уезжать от места проживания. Спасибо большое, конечно, всем людям, президенту Чеченской Республики, что он для нас создали такие условия здесь. Она нас полностью всем обеспечивает. Вплоть от салфеток и до еды мы ни в чем не нуждаемся. Большое спасибо. Мне вот так предложили, сказали, вот есть место в прачечной. Я говорю, почему бы нет? Здесь рядышком. Никуда не ездить, не ходить. Дети под присмотром всегда. Трудоустроили медицинских специалистов. Иосиф Жарбуа – детский хирург. Стаж работы 22 года. Обучение проходил в городе Астрахань. На родине работал в центральной больнице Газа Айшифа. За 2 месяца войны он прооперировал 700 детей. Сейчас мужчина будет осуществлять свою деятельность в перинатальном центре в отделении реанимации новорожденных. Здесь, конечно, очень хорошо. Я смотрю, как ухаживают, как это смотрят отделение, вот так скажем, нормально наблюдает, отлично даже наблюдает, ухаживает, и все порядок. И здесь это отличается от нас очень. Большая разница в том, что у нас не все доступно. Так, чтобы некоторые оборудования, некоторые лекарства, некоторые, вот, например, которые нужны для операции, шов и так далее, их невозможно иногда достать, потому что это все проходит через Израиль, и они запрещают и в каждый раз так много операционных, нам нехватка и то, и другой. А здесь, маша Аллах, все есть, так чтобы, конечно, разница есть, когда все обеспечено, все можно спокойно работать. Вместе с Иосифом в центр пришли Рима и Юлия. Рима – анестезиолог, реаниматолог с 13-летним стажем. Она также 1,5 месяца была на передовой во время ужасной трагедии. Здесь же она будет работать по своей специальности. Юлия Абулейла устроилась старшей медсестрой. Я благодарна Чеченской Республике за радушный прием, за создание таких комфортных условий. Так получилось, что мы должны были сюда приехать. Я надеюсь, что республика станет для нас 2-й родиной. Абдулла Ал-Шаих, врач-уролог, теперь будет работать в Аргунской городской больнице номер 1. Первый рабочий день мужчина уже приступил к должности. Мы уже будем работать с коллективом, с урологами, с главным врачом Мирзаевым Умаровым здесь. И, иншаллах, сработаем. Народ, как с самого начала момента, как мы приехали, все приветствуют нас, все нас указывают помощь, и все помогают. В личности министра здравоохранения Адам Русланович, который я лично с ним встретился, и он обещал нам разрешить все проблемы, которые нас встретились по ходу дела. К своему первому рабочему дню в клиническую больницу номер 5 города Грозного приступил также палестинский невролог Саид Аль-Шандогли. Мужчина учился в Питерском университете, окончив, отправился в Газу и приступил к своей профессиональной деятельности в 2006 -м. В челюстно-лицевое отделение РДКБ трудоустроился Кухил Тарик. У него стаж работы 30 лет. Ему пришлось сталкиваться с операциями самой разной сложности, особенно после начала войны. Приступая вновь к своей деятельности, заверяют, что приложит все усилия для помощи своим пациентам уже в Чеченской Республике. Дай Бог, что в мирное время здесь смогли помочь мирных людей. Так что не дай Бог войне, никому она не нужна, эта война. Ихаб Салах с сегодняшнего дня является сотрудником поликлиники 2-й детской стоматологической поликлиники. Он также, как и свои коллеги, имеет огромный опыт работы и желание продолжать свое дело. И как я зашел в поликлинику, сразу меня приняли очень хорошо и тепло, прямо это ощущалось. Я переживал вообще-то, я думал, как там новый коллектив и новая работа, как-то, может, наверное, будет тяжело. А так нет, я себя ощущаю прямо дома, среди своих братьев и сестер. Работу по профессии нашли Маха Жарбуа и Эшджан Свилем. Они трудоустроились в организацию, которая занимается обеспечением лекарствами льготников. Новый сотрудник появился у республиканского онкологического диспансера. Ияд Свилем – хирург-онколог. В 2000-х обучался в России в городе Астрахань. Также с начала военных действий в секторе Газа он был на передовой в больнице. Президенту
Чеченская республика Рамадан Кадыров. Большое спасибо ему за это, за такую щедрость его, и он нам взял и отдал нам жилье, что жить, и кормит нас, и нас помогает даже хоть нам строить на работу тоже. Сейчас специалисты потихоньку привыкают к новой обстановке, изучают специфику работы в стране и информационные системы. Трудоустройство палестинских беженцев позволит им продолжить свою профессиональную деятельность и внести ценный вклад в сферу здравоохранения региона. Это также поспособствует разнообразию мнений, обменам опыта, что может быть полезно как для коллег, так и пациентов. Мадина Кураева, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В живописном Нажаюртовском муниципалитете провели ежегодную патриотическую акцию под названием «Снежный десант». Студенческие отряды оказали помощь нуждающимся, включая членам семей погибших участников СВО, которые погибли во время исполнения служебных обязанностей. Наталья Депутатова подробнее. В нашей республике преобладают горные местности, и поэтому всероссийскую патриотическую акцию «Снежный десант» российские студенческие отряды решено было назвать «Горный десант» и провести в живописном Нажаюртовском районе. В последние дни здесь активно шел снег и дороги подморозило, поэтому начали с посыпки песком проезжей части, чтобы водителей не заносило. Ребята сегодня занимались посыпкой дорог песком, так как не выдались снежными. После ребята отправились с гуманитарной помощью к людям, среди которых и семьи погибших участников СВО на Украине. У многих из них остались жены и маленькие дети. И, конечно, такая поддержка им необходима. В каждом доме активистов встречали очень радушно. В семье погибшего участника СВО Артура Каимова остались жена и 3 маленьких детей. Он верно служил родине в рядах МВД России по Чеченской Республике и навсегда останется в сердцах людей как храбрый и доблестный мужчина. Ребята посетили и другие дома, в которых живут люди, нуждающиеся в помощи. Майырбеку Магомед Султанову 65 лет. У мужчины сахарный диабет. За 13 лет он перенес 17 операций. Тем не менее, не отчаивается и продолжает жить. Занимается искусством. Украсил дом барельефом удивительной красоты. Также у него своя пасека. Мед пользуется популярностью у местных жителей. دال ساق دويل سنشي ملبل شانسين قاشو بيسن شيركورت وشتيري دال عال شوالي مصووش بالغ دال ديكنج بيقم بويل سنة سو ديشتر دق بشيل دق صنقش болчан. 13 добровольцев из разных вузов республики посетили 20 нуждающихся семей с гуманитарной помощью, в 6 из которых есть погибшие участники СВО на Украине. В рамках реализации проекта студенты-волонтеры объехали 5 высокогорных поселений Нажаюртовского района. И это далеко не первая подобная акция. Молодые люди регулярно принимают участие в различных благотворительных мероприятиях. Делясь с людьми добром, стараются сделать мир лучше. Гелины, Зандак, Татай-Хутор, Байтарки и Семсир. В каждом из этих сел активистов встречали очень радушно. Всегда отрадно осознавать, что есть неравнодушные люди, готовые прийти на помощь. Наталья Депутатова, Шамсуди Джабраилов, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Применение обычного стекла ограничено его хрупкостью. В случаях, где необходимо использовать прочный материал, предпочтение отдается закаленному стеклу. В Грозном в скором времени будет открыт завод по закалке стекла и стеклопакетов, благодаря которому будет создано 45 рабочих мест. Технология производства включает нагрев материала, за которым следует резкое охлаждение. Валентина Гусевская о том, что изменится на рынке после ввода в эксплуатацию нового предприятия. 2 месяца назад в Грозном началось строительство завода по закалке стекла и стеклопакетов. За столь короткий срок уже возвели первый этаж офиса. В производственном корпусе проведены основные работы. Осталось залить полы и выполнить внутреннюю покраску. Эти этапы строительства позволят подготовить помещение к установке специализированного оборудования. Офис у нас на стадии завершения. Стен, крыши потом сразу будет. А насчет здания у нас сейчас, как вы видите, идет завершение
стеклопакетов, и потом у нас будут двери. Помимо производственного корпуса на территории будет располагаться и офис. Здесь заказчики совместно с дизайнером и программистом смогут обсудить детали проекта. За смену на заводе возможно будет закалить 1000 квадратных метров стекла. Это примерно 1/7 часть поля стадиона Ахмат-Арены в Грозном. При необходимости введут дополнительные смены для увеличения производительности до 1500 квадратных метров. На первом этаже здания офиса будет оборудована зона отдыха, кухня, столовая и молельная. Завод у нас первый в республике. Единственное, есть в соседней республике Дагестане и в Краснодаре. Поэтому застройщикам приходится возить оттуда стекло. Это, соответственно, по логистике дорого получается. У нас и дешевле будет, и качество лучше, чем других производителей. Стоимость проекта 570 миллионов. Ввести объект в эксплуатацию планируют в июле этого года. Завершение строительства не только поспособствует развитию промышленности в регионе, но и обеспечит рабочими местами 45 человек. Валентина Гусевская, Хусейн Муртаханов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на нашем аккаунте в социальной платформе ВКонтакте. С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.